Четвертый день иммунизации в Сужской детской поликлинике с самого утра успели привить порядка 60 детей. Вакцинируют как самых маленьких пациентов, так и детей до 14 лет. Многие получают свою первую вакцину. Прививают таких детей препаратом Пентаксим. Он защищает сразу от 5 тяжелых инфекций, в том числе и от полиомиелита. Многие отказываются, а вы согласились на прививку. Почему? Потому что я очень сильно люблю своих детей. Я считаю, что я обязана его защитить. Потому что я боюсь за данную болезнь. Сейчас все говорят, что вот прививка неизвестна, как она делается и так далее. Да сегодня эту прививку делают при мне. Я не отдаю ребенка отдельно, чтобы его завели как-то. Прививку делают при мне. Главное, что мой ребенок защищен. Родители, бабушки и дедушки приводят на вакцинацию сразу нескольких детей. Даже те, кто долгое время раздумывал, делать вакцину или нет, принял твердое решение и выбрали в пользу защиты организма от тяжелой инфекции. Многие говорят, вакцина от полиомиелита проверена временем и обстоятельствами. Сасай Бирж, Дебер, уже взрослые, 34 года старшему. Они все вакцинированы, привитые. Вообще в нашей молодости даже не спрашивали. Вопрос такой, вопрос не возникал. Делать, не делать. Делали. Вакцинируют только здоровых детей. Для начала процедуры все, как правило, посещают кабинет педиатра. Именно он дает заключение на проведение иммунизации. Вакцинацию проводят по календарю, а если ребенок не получил по графику свою прививку, для него составляет индивидуальный план вакцинации. Противопоказания – симптомы ОРВИ, кашель и температура. В этом случае педиатр назначает лечение, дает медотвод и ждет на прием здорового ребенка. Как только ребенок заходит в кабинет, мы меряем ему температуру, потому что ни в коем случае мы не проводим вакцинацию при высоких температурах. Если температура находится в допустимых значениях, мы раздеваем ребенка, стараемся осмотреть кожные покровы. Есть ли какие-нибудь высыпания, раны, что может помешать проведению вакцинопрофилактики. Если у нас все устраивает со стороны кожи, мы проверяем его лимфоузлы, ЗЕВ смотрим, это горлышко красненькое, оно или нет. Если там какие-нибудь высыпания гнойные, например, если горло красное, то мы можем не проводить вакцинную профилактику, если нас не устраивает. Если нет, то небольшой насморк, такой прозрачный, и небольшое покраснение горла не является отказом от вакцинопрофилактики. Все необходимые для иммунизации препараты в наличии. С первого дня старта иммунизации пришли и те родители, которые раньше были в числе отказников. Медики говорят, разъяснительная работа дала свои результаты. Сужская детская поликлиника обслуживает город Сужа и весь Сужский район. С 27 февраля у нас стартовала дополнительная иммунизация туровая. У нас по всему району подлежало 13 835 детей. Из них подлежало 704, это инактивированные, и 13 131 у нас подлежало живой оральной вакцине. Всего вакцинировано на данный момент с 27 числа уже 1200 детей. Те дети, которые получили живую оральную вакцину, это 292 ребенка. Они в коллективе находятся, они вакцинированы, с ними разобщены, они изолированы по садам и школам. Тем не менее, есть родители, которые не вакцинируют своих детей. Это видно из количества посещений в школах и детских садах. Сегодня в этот детский сад пришли всего лишь 22 ребенка, в то время как в обычные дни до вакцинации только в одной группе бывало 25-30 детей. Если начальные классы общеобразовательных учреждений по приказу Минобра переведены на дистанционное обучение, то детские сады посещают только привитые дети. Как, к примеру, маленькая Хавушка, которая очень уютно спит в своей кроватке. В каждой группе всего несколько детей, ходят только вакцинированные, а те, кто не привит, по распоряжению Министерства образования, оставлены дома. Меры приняты, чтобы не заразить детей и не распространить заболевания. Да, у нас в саду есть дети, но не в том количестве, конечно, которое нам хотелось бы. Но и присутствующие дети все привитые у нас. Непривитых детей мы сейчас пока не принимаем, так как идет тур вот этот полиомиелитный. Непривитых нет у нас сегодня детей. Очень жаль, конечно. Воспитатели говорят, без своих юных друзей скучно. Многие дети в этом году идут в 1 класс, а значит, пропуски скажутся на образовательном процессе. Здесь надеются на самосознание родителей. Первый тур иммунизации, который стартовал в Ингушетии 27 февраля в понедельник, завершается 5 марта в воскресенье. Все медицинские учреждения и прививочные кабинеты будут принимать пациентов с 9 утра до 8 вечера. Лина Сычоева, Джамалил Сутыгов, Новости 24.